тюркским народам предложили создать общий язык. Участники конференции по культурной интеграции тюркского мира, которая проходит в столице Азербайджана, предлагают создать общий для тюркских народов язык. На встрече было принято обращение ко всем межпарламентским и межгосударственным организациям тюркских государств с указанием, что собравшиеся в Баку поддерживают создание этими государствами общего алфавита, языка, истории и литературы. Выступая на конференции, посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч отметил, что интеграция тюркских стран не направлена против кого-то ни было. Интеграция тюркского мира исходит из нашего долга перед прошлым, перед нашими дедами и прадедами, и от желания создать общее светлое будущее. Это не военный союз, так как единство тюркских народов исходит из желания интеграции братских народов, сказал Кылыч. Кроме того, председатель парламентского комитета по культуре парламента Азербайджана, представитель центра Ататюрка в Баку Низами Джафаров заявил о необходимости определения тюркского языка как общего для всех тюркских народов. Турецкий язык уже превратился в общий язык для тюркских народов. Этому способствует наличие многочисленного населения, говорящего на этом языке, а также функционирование многочисленных турецких школ по всему миру, сказал он. Казахский язык может стать единым для тюркского народа. На роль единого языка тюркского народа можно рассмотреть казахский язык, так как его корни наиболее близки к древнетюркскому языку, который существовал в VI-VII веках нашей эры. Такое мнение высказал востоковед, политолог Расул Жумалы. Отметим, ранее сообщалось, что участники конференции по культурной интеграции тюркского мира, которая проходит в Баку, предложили создать общий язык для тюркских стран, в частности сделать турецкий таким языком. В казахском языке наибольшее количество исконно тюркских корней и наименьшее заимствование с арабского, персидского и европейских языков. Казахский, думаю, вполне сгодится для такого статуса единого языка тюркских стран. Я против провозглашения турецкого языка общим языком тюркских стран, говорит Жумалы. На вопрос, почему азербайджане поднимают этот вопрос, спикер ответил, что азербайджанцам не составит никакого труда перейти на турецкий, так как корни их языков очень схожи. Жумалы добавил, что сомневаться в том, что общий язык подпишется Узбекистан, а Туркменистан, возможно, согласится. Турция превращается в глобального тяжеловеса. Я думаю, что нам есть смысл сблизиться с ней. Учитывая политический и экономический потенциал Турции, для нас важно не только языковые сближения, а всесторонне с точки зрения геополитики, потому что за последние 5-10 лет мы замечаем усиленное присутствие России и Китая, что не совсем хорошо влияет на нашу многовекторную политику, говорит Жумалы. Турция решила много внутренних проблем, в частности коррупции. Эта страна не только мост между Европой и Азией, а страна с развивающей экономикой. Она превращается в лидера мусульманского мира. Насколько я знаю, в вузах, колледжах в степени востребованности после английского стоит турецкий. То, что приезжие турки изучают казахский, а казахи изучают турецкий, надо поощрять, отметил он. Жумалы также высказал свою точку зрения по поводу перехода на латиницу. Он считает, что это никак не поможет изучению казахского языка, а лишь станет поводом для затрат. Цель не оправдывает средства, продолжает он. Как переводить 99% нашего научного населения с кириллицы на латиницу? Не вижу смысла переходить с одного привнесенного алфавита на другой привнесенный. Мнение, что латиница якобы удобна в интернете, тоже не выдерживает критики. Во всемирной паутине прекрасно себя чувствуют арабские, персидские языки. Если у патриотов есть желание уйти от кириллицы, то есть смысл возродить древнетюркский алфавит. А для изучения казахского языка не латиница нужна, а поддержка государства и желание населения учить государственный язык.
резюмировал он, добавив: почему бы казахскому не стать единым языком для тюркского мира? Напомним, в Баку проходит конференция по культурной интеграции тюркского мира. Ее участники, в частности председатель парламентского комитета по культуре парламента Азербайджана, председатель Центра Ататюрка в Баку Низами Джафаров, заявили необходимости определения турецкого языка как общего для всех тюркских народов. Свое предложение они аргументировали тем, что турецкий язык уже превратился в общий язык для тюркских народов, и этому способствует наличие многочисленного населения, говорящего на этом языке, а также функционирование многочисленных турецких школ по всему миру.